Добрый вечер. В студии Валет Генаев. В эфире очередной выпуск информационного канала Чечен-Инфо. Напомню, что жанр этого проекта мы обозначили как общественно-политический телевизионный журнал, и сверстан он из репортажей корреспондентов по следам событий прошедшей недели. На этой неделе в обойме событий кадровые изменения в Чеченской Республике, предложение Рамзана Кадырова разработать стратегию борьбы с экстремизмом, чеченец из Голливуда, несостоявшиеся смертники и многое-многое другое. Кроме того, как обычно, обзор новостей виртуального мира, календарь событий июня в истории Чеченской Республики и в конце программы история Вахи Алиева, который в свое время написал письмо отцу народов Иосифу Сталину и за это прошел 7 кругов ада сталинских лагерей. Команда информационного канала настаивает на том, что новости могут быть интересными, если к ним подходить с интересом. Итак, поехали. Сегодня в программе Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с Рамзаном Кадыровым. Чеченский президент стал вторым в списке влиятельных лидеров в регионах Российской Федерации. Спецкомиссия определит дату основания Грозного. Это и многое другое в экспресс-обзоре Рустама Мугаева. В этом году в Чеченской Республике новый учебный год начали более 213 тысяч учащихся средних общеобразовательных школ. Какая она, современная чеченская школа? Об этом в рубрике «Дайджест Инфо» размышляет Тагир Салаханов. Популярные в народе нашиды исполняет не Майкл Джексон. На вокзалах Южного федерального округа вводится запрет на мелкорозничную торговлю, обезврежены террористы-смертники. Об этом и не только в еженедельной рубрике «Ченет-Инфо». 15 сентября прекращается прием заявок на участие в конкурсе «Золотое перо». Магомед Нухаев в еженедельной рубрике «Тема инфо» об истории и условиях конкурса. Героическая защита аула Дады-Юрт, прибытие императора Александра II на Кавказ, масштабная армейская операция по разоружению населения в 1925 году, хронология памятных дат сентября в истории Чеченской Республики. Узнав о том, что его народ оболган и с клеймом «враг народа» депортирован в Среднюю Азию, он с юношеским максимализмом написал гневное письмо Иосифу Сталину. Ответ не заставил себя долго ждать, он был безжалостным и коротким. «Расстрелять». Рубрика «Жизнь замечательных людей» о короткой, но яркой судьбе Вахи Алиева. В рубрике «Экспресс-Инфо», как и обычно, представлены наиболее яркие события прошедшей недели. Это 10 мини-репортажей на актуальную тему. Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с Рамзаном Кадыровым. Чеченский президент стал вторым в списке влиятельных лидеров в регионах Российской Федерации. Спецкомиссия определит дату основания Грозного. До окончания приема работ на конкурс «Золотое перо» осталось 2 недели. Это и многое другое в экспресс-обзоре Рустама Мугаева. 28 августа президент Российской Федерации Дмитрий Медведев провел в Сочи рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Основной темой встречи стала подготовка республики к новому учебному году. Кадыров рассказал, что в нынешнем году в рамках республиканской программы восстановления построены и отремонтированы 140 школ, а в рамках федеральной целевой программы построено 45 новых школ. Рамзан Кадыров сказал, что на сегодняшний день все школы республики оснащены интернетом, но бывают иногда проблемы со связью. Также он сообщил, что с этого года в школах республики введен новый предмет – духовно-нравственное воспитание. В свою очередь Медведев выразил уверенность, что новые школы республики будут современными, светлыми и оснащенными по последнему слову. Здесь же Рамзан Кадыров пригласил Дмитрия Медведева посетить с визитом Чеченскую Республику. Сразу 2 кадровых изменения произошли на этой неделе в нашей республике. От занимаемой должности министра строительства Чеченской Республики отстранен Ахмед Гехаев с мотивацией за невыполнение своих прямых обязанностей и халатное отношение к процессу восстановительных работ в республике. Временно исполняющим обязанности главы Минстроя назначен министр жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики Абусу Гаипов. Помимо этого, на должность главы администрации Старопромысловского района Грозного назначен Залимхан Истамулов. До этого он работал заместителем главы администрации столицы. Данное кадровое назначение связано с решением бывшего главы района Хошбауди Эстамирова участвовать в предстоящих 11 октября муниципальных выборах. Отмечая заслуги Эстамирова, президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров вручил ему высшую награду республики орден Кадырова за значительный вклад в развитие социально-экономической сферы Чеченской Республики.
Согласно проведенному исследованию, президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров занимает 34-ю позицию в августовском рейтинге 100 ведущих политиков России, которую опубликовала независимая газета. Как отмечает издание, Кадыров стал вторым по влиятельности региональным лидером. Заявка президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова на лидерство, а вместе с тем и контроль во всем нестабильном Кавказском регионе, нашла поддержку у федеральной власти, о чем свидетельствует визит премьер-министра Владимира Путина в республику, пишет издание. Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг, проводится методом закрытого анкетирования 25 экспертами. Это политологи, политтехнологи, медиаэксперты, представители политических партий. Президент Республики Рамзан Кадыров считает необходимым разработать стратегию противодействия религиозному экстремизму. По его словам, такая стратегия могла бы быть разработана совместно с ФСБ, МВД и духовенством Северного Кавказа. По мнению Рамзана Кадырова, таким образом можно было бы остановить процесс распространения экстремизма и ваххабизма, с которым невозможно вести диалог, а нужно бороться кардинальными мерами. На сегодняшний день мы делаем очень мало для того, чтобы остановить этот процесс, сказал глава Чеченской Республики. По словам президента, в настоящее время на территории России действуют экстремисты, которыми управляют западные спецслужбы. Они делают все, чтобы не дать слово отечественному духовенству. Надо поддержать духовенство, у них есть что сказать, подчеркнул Рамзан Кадыров, добавив, что сам всегда советуется с религиозными деятелями. Рамзан Кадыров, добавив, что сам всегда советуется с религиозными деятелями. 1 сентября в школу Чеченской Республики пошли 22 тысячи первоклашек. Всего в школах Чеченской Республики в нынешнем году будут учиться 213 тысяч детей, а в вузах республики около 50 тысяч студентов. Об этом сообщил президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, принявший участие в торжественной церемонии открытия новой школы в селении Центаро. Здесь было объявлено, что школе присвоено имя Хасмагомеда Джабраилова, погибшего в апреле 2004 года при исполнении служебных обязанностей. В новой школе созданы все условия для обучения: компьютерный класс, интерактивная доска, спортзал, столовая. Рамзан Кадыров поздравил учащихся с Днем Знаний и пожелал им хорошей учебы в будущем учебном году. Также в этот день в Октябрьском районе Грозного после восстановления была открыта школа номер 5, которая будет носить имя Зелимхана Кадырова. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Муслим Хучиев. 2 недели остается до окончания срока приема работ на конкурс «Золотое перо». Конкурс проводится региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Кадырова при поддержке информационно-аналитического управления президента и правительства Чеченской Республики. К участию в конкурсе допускается работу по всем жанрам журналистики, опубликованных в печати или вышедших в эфир в электронных средствах массовой информации в 2008-2009 годах. Конкурсные работы принимаются на русском языке. Авторы материалов на других языках мира сопровождают свои работы переводом на русский язык. Основная тема конкурса – «Мир, творчество, созидание». В рамках обозначенной темы конкурс проводится по нескольким номинациям. Победитель в каждой из номинаций получит дипломы, памятные подарки и денежные призы в размере 50 тысяч рублей. Один из номинантов конкурса журналистов по решению жюри станет обладателем гран-при конкурса и получит главный приз – автомобиль. Победители конкурса будут объявлены на торжественной церемонии, которая состоится в декабре 2009 года. В Чеченской Республике к началу учебного года трудоустроено 169 выпускников вузов. Об этом сообщил министр образования и науки Чеченской Республики Анзор Музаев на встрече выпускников с руководством республики. По словам Музаева, 126 человек приняты на работу в Министерстве и ведомстве республики, 43 в администрации районов. В свою очередь, президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров заметил, что в регионе сегодня насчитывается около 50% безработных от общего числа трудоспособного населения, а потому даже небольшое количество трудоустроенных людей является большим плюсом для республики. В своем напутственном слове президент сказал, что в руках молодых людей будущее нашей республики. Здесь же Кадыров вновь призвал молодежь не поддаваться на различные уловки так называемых сторонников чистого ислама. Задолженность по заработной плате перед строителями Чеченской Республики полностью погашена. Об этом было заявлено на совещании с членами правительства и руководителями генподрядных организаций под руководством председателя правительства Чеченской Республики Одесса Байсултанова. Как отметил гендиректор казенного предприятия дирекции Ибрагим Эдилов, выполняя поручения президента Чеченской Республики генподрядными организациями, были изысканы необходимые средства, и в указанный срок долги по зарплате перед строителями погашены на 100%. По проблеме возникших долгов председатель правительства Чеченской Республики Одесса Байсултанов отметил, что впредь вопросы, касающиеся задолженности, не должны возникать, и оплату за работу строителей должны получать своевременно.
Привычная дата основания города Грозного, 1818 год, вскоре может быть изменена. Чеченские власти всерьез намерены определить точную дату образования столицы Чеченской Республики, включая день и месяц образования. Для этой цели в июле была образована спецкомиссия, которую возглавил заместитель председателя правительства республики Лёма Магомадов. По его словам, существуют различные версии даты основания Грозного у множества ученых и исследователей нашей истории. Часто их данные разнятся между собой. На неделе комиссия по установлению исторической даты основания Грозного и дополнительного изучения документов и материалов по истории развития Чеченской Республики провела свое первое рабочее заседание. Рассмотрение главного вопроса было перенесено. Министерством труда, занятости и социального развития Чеченской Республики начата выдача свидетельств на получение субсидий гражданам, нуждающимся в обеспечении жильем. Как сообщил директор департамента по делам ветеранов Министерства труда Чеченской Республики Тамерлан Ауторханов, межведомственная комиссия уже утвержден список из 231 человека на улучшение своего жилья. В него вышли ветераны боевых действий 215 человек, инвалиды общего заболевания 11 человек и 5 семей, имеющих детей-инвалидов. Каждый из них получит сумму в размере 332 100 рублей. Общий объем предусмотренных денежных средств составляет 76,7 миллионов рублей. В этом году в Чеченской Республике новый учебный год начали более 213 тысяч учащихся средних общеобразовательных школ. 1 сентября 2009 года свои двери для учащихся открыли 443 общеобразовательные школы, что на 6 школ больше, чем в 2008 году. По президентской программе восстановления к новому учебному году построено 45 новых школ, капитальный ремонт проведен в 97 школах. По линии федеральной целевой программы построено 11 новых школ и восстановлено 16. Какая она, современная чеченская школа? Об этом в рубрике «Дайджест Инфо» размышляет и Тагир Салаханов. «1 сентября – знаменательный день в жизни любого человека. В этот день по всему миру 6-7-летние мальчишки и девчонки делают свой первый шаг навстречу взрослому будущему. В этот день они узнают имя того, кто станет их первым учителем. С этого дня начинается постижение знаний. Сначала в школе, а затем в вузах и профессиональных учебных заведениях. Одним словом, не случайно по всему миру 1 сентября отмечается как День знаний. خوش شش دک جاکیتم باش کور کور پارتی دوچوک وش اوپر دان افراد چیزی میشه اونیستیت خیلی اینستیتوت دان نفتی نه خیلی دان باش خلاص دان تکنیکم خیلی تیگ وچوک دانه نیسول دوت ان دان دارت دانه سهلش کیپر دانه ته حقیقت اخی دانه داخل شغل تورد دان учебный год доллар дана. Закончилась вот та черта, где мы переступаем порог детства, так сказать, потому что именно в институте мы научимся жизни, научимся жить. В этом году в Чеченской Республике новый учебный год начали более 213 тысяч учащихся средних общеобразовательных школ. Значительный рост количества школьников в республике связан с высокой рождаемостью, отмеченной в нашей республике в самом начале третьего тысячелетия. Соответственно, руководством республики предпринимаются усилия для обеспечения необходимых условий для дошкольного и школьного образования и воспитания. قابئبتا برنامج وقتی آخشرا ابسوج دینی یا $9 تو ماشین شو دیزر از برنامه تا ابسوج دینی یا تا خبر دوش قابته سیور تا شکولش یه انتقام دعوتینا. 1 сентября 2009 года свои двери для учащихся открыли 443 общеобразовательные школы, что на 6 школ больше, чем в 2008 году. По президентской программе восстановления к новому учебному году построено 45 новых школ. Капитальный ремонт проведен в 97 школах. По линии ФЦП построено 11 новых школ и восстановлено 16. Следует отметить, что новые учебные заведения построены на месте старых, не подлежащих восстановлению зданий. В Чеченской Республике также функционируют 4 специнтерната для детей с ограниченными возможностями и детей-сирот, 15 училищ начального профессионального образования, 7 техникумов и 138 детских садиков, в которых дошкольное образование получает более 17 тысяч детей. عادينا جيمون ده تغن دق ديدو دز ديدو تغن مخكا صعب عيش هو شيء شكولا تغن عيول شو أشي دنيا تتيش اتولتيت نلهم دور هند أشي يزقي خوب سوبيكت يا رسي بتشالك تحن سوبيكت يا دوتر تغن نخشي شو أفسرت.
Более 1000 человек из числа выпускников прошлого года пошли на первый курс 3 государственных вузов Чеченской Республики. Вместе с тем 344 выпускника чеченских школ того же 2009 выпускного года приступили к учебе в вузах различных городов России. Хотя бесплатных мест для чеченских выпускников было забронировано больше, этим преимуществом воспользовались не все. Восполнить пробелы в знаниях они смогут на подготовительных отделениях российских вузов. По факультетам студенты разойдутся после праздничных мероприятий и получат свои студентские документы. Президентом Рамзаном Ахматовичем особое внимание, вы знаете, уделяется молодежи, образованию и их духовно-нравственному воспитанию. Мы сегодня не только готовы готовить высококвалифицированных специалистов, и все делаем, чтобы на уровне прошли все мероприятия, связанные с духовно-нравственным воспитанием. В преддверии священного месяца Рамадан состоялось и открытие Российского исламского университета имени шейха Кунта Хаджи. В его стенах будут получать высшее богословское образование мусульмане не только Чеченской Республики, но и других регионов Российской Федерации и зарубежных стран. 299 студентов начнут слушания по окончании священного месяца Рамадан. Студенты были приглашены сегодня в аудитории, прекрасной аудитории, которая оборудована по самому последнему слову. Группы определены кураторы. И многие ребята, конечно, и родители были удивлены тем, что они сегодня практически увидели. Так как у нас вуз имеет очень хорошую материальную базу, а база такова, что несколько компьютерных классов, несколько лингофонных кабинетов. И гордость наша одна – это то, что мы имеем сейчас видеоконференц-зал, по которому мы можем связываться с любым вузом России и зарубежья. Кстати, таких конференц-залов сейчас практически на Северном Кавказе только несколько. Министерство обороны Российской Федерации пошло навстречу чеченским абитуриентам и предоставило учащимся подготовительного отделения отсрочку от армии. А что касается самих будущих защитников Отечества, то здесь следует отметить, что Грозненское Суворовское училище приняло в этом году в свои ряды еще 100 молодых курсантов. Ваша смелость, ваша изобретательность, ваши творческие способности, ваша способность выдвигать новые идеи, наконец, ваше желание изменить мир к лучшему обеспечат каждому из вас, а стало быть, всем вам достойное будущее. Большую помощь в подготовке чеченских школ к новому учебному году и обеспечению их учебниками также оказывают российские военные. 27 тысяч экземпляров учебников и методических пособий отправлены из Сибири. Их передали в дар чеченским школьникам и учителям органы военного управления Министерства обороны России и Министерства внутренних дел Российской Федерации. К началу нового учебного года в Чеченской Республике силами Главного управления специального строительства Министерства обороны России отремонтированы и заново отстроены несколько школ. Министерство образования и науки Чеченской Республики в тесном сотрудничестве с командованием Приволжского военного округа внутренних войск МВД и Министерством образования Нижегородской области выпустило в свет чеченский букварь «Аббат». Его тираж составил 20 тысяч экземпляров, и все чеченские первоклассники получили первую в своей жизни книгу бесплатно. В новом учебном году значительно пополнились фонды библиотеки Чеченского государственного университета. По инициативе Фонда гуманитарного содействия Чеченской Республики, созданного 3 года назад при Российской академии наук, собрано более 20 тысяч наименований учебников, художественной литературы и детских книг. Окшара, материально-техническое обеспечение Аллахтины, кроме строительства. 50 комплектов столового оборудования, полностью, импортное. 200 библиотек полным составом. То есть половина школ нашли новые, от справочника начиная, заканчивая, художественным произведением. 200 комплектов библиотек ЮАЯ, 40 компьютерных классов 1 сентября, на 40 тысяч посадочных мест партнершу завести на школу. Регион Российской Федерации. Не только в строительном, но и материально-техническом обеспечении подойти на это. По линии Министерства образования и науки Чеченской Республики книжным издательством выпущены в свет 2 части прописей на чеченском языке для учащихся первых классов – 27 тысяч экземпляров. Кроме этого, 18-тысячным тиражом издан учебник хрестоматии для учащихся 3-х классов на чеченском языке, а также 16 тысяч экземпляров хрестоматии по родной литературе для учащихся 5-х классов. Эти 3 издания уже переданы в Министерство образования и науки. Кроме того, подходит к завершению работа над учебниками грамматика чеченского языка для 6 класса, тираж 65 тысяч экземпляров, чеченская литература для 6 класса и история Чечни для 8 класса. Всего к началу учебного года выпущено 18 наименований учебников для учащихся Чеченской Республики общим тиражом 220 тысяч экземпляров.
Hegdol, tijd. Directeur schools, bezet met de regie schools. Het gaat wel dicht door afstaan. Heen dan, Jerem dan, budget eigenlijk. Soort resursen, je probleem met het. Het gaat achter dat je niet meer weet, allemaal dan gedaan. Door als stoos, kunnen dag, dan ga je dan een wel beetje bij inhoudje. Dus dat zie je, geen gedaan staan. Также следует отметить, что процент успешно сдавших единый государственный экзамен в Чеченской Республике в среднем более высокий, чем в целом по России. Более 10 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку. Из них 77% сдали экзамен, преодолев минимальное количество 37 баллов, определенных в целом по России. Свою оценку реальным знаниям чеченских выпускников и работе по проведению ЕГЭ в Чеченской Республике дал и министр образования и науки Российской Федерации Андрей Фурсенко. Во время своей недавней встречи с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым Фурсенко отметил, что с большим уважением относится к тем усилиям, которые были предприняты в республике при проведении единого государственного экзамена. Цитата. «Я знаю, что не все результаты устраивают, но то, что экзамен был проведен честно и мы получили абсолютно чистую картину, бесспорно. И этому могут позавидовать некоторые регионы России, в том числе и многие ваши соседи. Я не хочу никого обидеть, но то честное отношение, с которым был реализован этот процесс, тоже очень важен для нас». Конец цитаты. Вероятно, такие положительные высказывания московских функционеров послужили поводом для увеличения числа бюджетных мест в столичных вузах для абитуриентов из Чеченской Республики. Как сообщил проректор по внешним связям Чеченского госуниверситета Шавади Арсалиев, всего для Чеченской Республики федеральным центром выделено более 500 мест для обучения в вузах страны. Из них в 3 вузах Санкт-Петербурга определено для абитуриентов из Чеченской Республики 21 место, а в 12 московских вузах изначально было определено 107 мест. После посвящения республики Андреем Фурсенко и данной им высокой оценки организации и объективности ЕГЭ было принято решение об увеличении количества целевых московских вузов до 140. Deelde, krijg ik dat zegt, handjera. Dat is dan we horen, we gaan met de twee, we 12 лет, 15 лет без образования, не понимаю. Тагана we doen, is nou de logisch twee, we zeggen dan geen daar. Wallahi dan, zoek echt dan. Eigenlijk die is nog shit houden nog in de beers dan. Shit die is al horen beren, je doet we. Echt zoek dat je duur zit dan. Want die is er chab kitten die horen na. Horen hem dan. مرض لوش مرضي هو كده ده مرض دليل سار أحيوجي إتشوش راح دوح دوات ستري تيسج بيه دوش كور ده دوات ستري تيسج بيه ده سار هوش سار دينا كده سار صلح على بوش ده كده ده صدق الوي ده أنا ديتي وين قاعد اللي بيش شو بس دينا شو كده أصلا هنسكيل على ده أنا خوش ده أبرز وقت نبرولي وبيجو تصديش ده Как известно, в рамках образовательной программы президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова в начале этого года для учебы в европейские вузы выехали около 100 молодых ребят. В свое время Петр I отправлял юношей в европейские страны для постижения наук, и в народе они были прозваны петровскими птенцами. Так и здесь наших студентов прозвали кадыровскими орлятами. Эти ребята будут изучать естественные науки и в будущем пополнят научный потенциал республики. Wij deden de duurstig, hoe dan het? Moest we dan? Wij wagen, wij maken wagen, we dan niet veel dan. Tavel, gazzel, roosig in Irwel. Roosig in Irwel, roosig dan. Bier marzo doorstaan. Heel al zo wel ketem staan, ketem dan. Korgit ik dan. En dunia je haar, wij pure president van alle dan. Wij komen dagen. Образование, науки, культура, спорт, вот что у меня было, вот ам прославить дордец и прославить дедона, вот оман дала, иман дуэль, китам дуэль, шун дала, мокшел дуэль, издядо, китам киудон, бахбадон, дала, шушаш нислуш, вэваш нислуш, убихала, хихар хой нислуш, ак дон, сад дон, ниспа кинеш атхаду, сад син дон, вэй нислуш дона, да хата дуэль. Подводя промежуточные итоги, можно отметить, что система образования Чеченской Республики прошла очень короткий по хронологии и успешный по результату процесс модернизации. Дело за малым – учиться, учиться и учиться.
Считается, что во дворе нынче век информационных технологий, а всемирная паутина – самое что ни на есть олицетворение этого века. На прошлой неделе паутина сообщила, что популярные в народе нашиды исполняет вовсе не Майкл Джексон, что Рига переименует улицу имени Джохара Дудаева, что на вокзалах Южного федерального округа вводится запрет на мелкорозничную торговлю, что обезврежены террористы-смертники. Об этом не только в еженедельной рубрике «Ченет-Инфо». На будущей неделе Чеченскую республику посетит уполномоченный по правам Совета Европы Томас Хаммерберг. Об этом на прошедшей неделе сообщил ряд сетевых изданий. По словам правозащитника, он намерен встретиться в ходе своего визита с президентом Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, депутатами и правительственными организациями. Ожидается, что основными темпами встреч станут меры противодействия терроризму в контексте соблюдения прав человека, а также ход расследования терактов и убийств. Хаммерберг напомнил, что на Северном Кавказе в последнее время произошло несколько крупных терактов. «Мы также будем говорить о необходимости их расследования», отметил омбудсмен. Как сообщает пресс-служба МИДа Российской Федерации, Хаммерберг также примет участие в круглом столе для региональных уполномоченных по правам человека по вопросам Европейской социальной хартии в Санкт-Петербурге, сообщают сетевики. В сравнении с бюджетом текущего года объем бюджета республики на 2010-2012 годы будут существенно сокращены. С подачи вице-премьера, министра финансов Чеченской республики Эли Исаева заявили ряд электронных изданий. Сообщается, что об этом министр заявил на заседании бюджетной комиссии. Судя по заявлению, сумма налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чеченской республики, к примеру, на 2010 год составила свыше 5 миллиардов 900 миллионов рублей, местных бюджетов 2 миллиарда 810 рублей. Эта сумма на 424,1 миллиона рублей меньше принятой за основу при формировании консолидированного бюджета Чеченской республики на 2009 год. По предварительным данным, республиканские расходы на капитальное строительство и ремонт могут снизиться в следующем году на 70%, на содержание бюджетных учреждений на 30%, сообщил министр. По словам авторов публикации, бюджетной комиссии Минфина принято решение о подготовке оптимальных вариантов выхода из сложившейся ситуации. Все считали, что ставшие в последнее время популярными в мусульманском сообществе нашиды исполняет знаменитый эстрадный исполнитель Майкл Джексон. Но, увы, это не соответствует действительности. Так начинается один из материалов в живом журнале глобальной сети «Интернет». Судя по материалу, человеком, который столь божественным голосом поет и читает хвалы Всевышнему, является никто иной, как менее известный исполнитель из ЮАР Зейн Биха. Авторы многочисленных публикаций приводят и фотографии, и видеоклипы с изображениями талантливого исполнителя. Приятно осознавать, что создатель наделил мусульманина восхитительным голосом, таким же, как и у короля поп-музыки Джексона, который тоже стал братом всех мусульман. От того, что полюбившиеся песнопения исполняет не всемирно известный кумир молодежи, они не стали менее притягательными, отмечают авторы многочисленных публикаций. В столицу Чеченской республики на прошедшей неделе прибыл голливудский кинорежиссер из чеченцев Султан Заурбеков. Об этом сообщает электронный ресурс ВТРК «Войнах». Как сообщает сетевое издание, в аэропорту Грозного режиссера встретили родственники и друзья. Сообщается также о том, что Султан проживает в США уже 20 лет и в республике в последний раз был в 1993 году. По словам автора публикации, Заурбеков окончил киношколу в Лос-Анджелесе и в последнее время живет и работает в Голливуде. Сообщается, что на счету знаменитого продюсера и режиссера уже 7 кинокартин, одна из которых в свое время была номинирована на «Оскар». Отмечается, что возвращение Заурбека на родину связано с тем, что он планирует снять фильм о жизни чеченской семьи до и после военных событий. При этом отмечается, что в планируемом фильме Султан дебютирует в качестве сценариста. Кавказский узел сообщает, что Рижская дума в ближайшее время рассмотрит вопрос о переименовании улицы имени президента самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева в Риге, если поступит такая просьба от жителей города. При этом издание отмечает, что у жителей Риги недостаточно неоднозначное отношение к названию данной улицы. Так, только в 2004 году за осквернение этой улицы в столице Латвии было арестовано несколько человек. Напомним, что проспект Космонавтики в Рижском микрорайоне Пурццим был переименован на улицу имени Дудаева в 1996 году.
Как отмечает издание, за истекшие 13 лет оппозиция более 40 раз подавала на рассмотрение Рижской думы предложение о переименовании улицы, которое до последнего времени отвергалось без рассмотрения. С 1 сентября более чем на 40 железнодорожных вокзалах Юга России запрещена мелкорозничная торговля. В этот же день вступил в силу запрет на торговлю крепкими спиртными напитками на привокзальных площадях. Об этом сообщает электронный ресурс Агентства национальных новостей. Как отмечает издание, запреты касаются вокзальных комплексов, находящихся в ведении Северо-Кавказской региональной дирекции железнодорожных вокзалов. Сообщается, что в первую очередь бороться начнут с разносчиками продуктов и товаров и лоточниками. При этом планируется, что реализация товаров и продуктов питания будет производиться исключительно в стационарных пунктах торговли. В той же публикации представитель Минэкономики Ростовской области, комментируя ситуацию, поясняет, что данная мера позволит исключить сбыт низкокачественных и контрафактных товаров, опасных для жизни людей. В Веденском районе Чеченской Республики силовики отказались освободить часть занимаемого ими здания школы, в связи с чем в ней не прошел День знаний. Об этом на прошедшей неделе заявили ряд сетевых изданий. Как сообщают сетевики, построенную в прошлом году на распоряжение президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова школу в высокогорном селении Элишхатой Веденского района облюбовали военные. С наступлением летних каникул силовики заняли второй этаж здания и теперь отказываются оттуда уходить. Местных жителей такое положение вещей не устраивает. Родители некоторых школьников, обучавшихся в этой школе, не намерены отправлять своих детей на занятия, опасаясь за их безопасность. Отметим, что в преддверии 1 сентября все школы в Чечне, а их насчитывается больше 460, были взяты под усиленную охрану. На сегодняшний день, по данным Минобразования республики, общее число учащихся в Чечне составляет порядка 213 тысяч человек. В Чеченской Республике задержаны 3 террористов, намеревавшихся совершить самоподрывы. У них изъяты так называемые пояса шахидов, начиненные взрывчаткой. Эта новость в четверг вечером буквально взорвала интернет. Как сообщили издания, на место задержания приехал президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который подробно в присутствии отца одного из юношей расспросил, кто занимается идеологической подготовкой террористов, а также где и кто обучал их подрывному делу. Молодые люди рассказали, что их к осуществлению терактов готовили арабские наемники Ясир и Махдан. Группа готовилась совершить крупный теракт на территории Ленинского РОВД в Грозном. Один из задержанных также сообщил подробности подготовки и осуществления подрыва на пути следования машины начальника Шилинского РОВД, героя России Магомеда Даудова. Задержанные рассказали, что им внушали, что если они осуществляют подрывы, то попадут в рай. Они также утверждают, что одним из тех, кто их готовил, является некий Герат, который занимался вербовкой и идеологической подготовкой. На последнем чемпионате России по тяжелой атлетике в Нальчике среди женщин бронзовым призером в категории 48 кг стала мастер спорта и многократная чемпионка России по тяжелой атлетике. Спортсменка представляла город Красноярск, но ее имя, столь звучная фамилия, не оставляли сомнений, что это чеченка. Сообщает сайт «Спорт Шатой Ресурс», что Аминат родилась и выросла в России, в Сибири, но родиной, конечно, считает Чеченскую Республику, и ее семья родом из Катыр-Юрта. Также сообщается, что после школы она поступила в училище Олимпийского резерва, которое окончила с красным дипломом. Специальность тренер-преподаватель, специалист по физической культуре и спорту, в тяжелой атлетике 5 лет, чемпионка России 2006-2008 годов, обладательница Кубка России 2008 года. На Кубках России 2007 и 2009 годов была второй и, наконец, чемпионат России 2009 года в Нальчике 3 место. До 2009 года выступала в соревнованиях под именем Юлия Артемьева. В конце сентября компания «Грозный Авиа» намерена открыть первый международный авиамаршрут между столицей Чечни и Киевом. В настоящее время с представителями МИДа Украины прорабатывается вопрос об открытии авиарейса из Грозного в Киев. Об этом сообщает сетевое издание «Кавказский узел». Как сообщают авторы публикации, отсутствие в настоящее время прямого авиасообщения со странами ближнего и дальнего зарубежья создает для жителей республики определенные проблемы. Людям, желающим вылететь, скажем, на Украину, приходится делать пересадки. Они вылетают в Сочи, а уже затем пересаживаются в самолет, следующий до Киева.
Связано это в первую очередь с отсутствием в республике своей собственной таможни, отмечает источник. В перспективе компании планируется совершить авиарейсы в Уфу, Нижневартовск, Ярославль, а также в города Казахстана, Украины и Белоруссии. Конкурс «Золотое перо» региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Кадырова проводится ежегодно. В этом году он пройдет уже в 5-й раз. И на этот раз в условиях проведения и в самой форме конкурса есть некоторые изменения. К примеру, в этом году количество номинаций сокращено, зато увеличен призовой фонд в номинациях и изменен главный приз. Работа идет, уже, кстати, подходит к концу прием заявок. 15 сентября он будет прекращен. О конкурсе «Золотое перо» Магомед Нухаев в еженедельной рубрике «Тема инфо». Сегодня трудно представить нашу повседневную жизнь без телевидения, радио, журналов, газет или интернета. Средства массовой информации прочно вошли в каждый дом, в каждую семью. Но чего стоит журналистам сделать тот или иной материал, оператору снять 5-секундный видеокадр, а фотографу сделать хорошую фотографию? Об этом простой обыватель, как правило, не задумывается. А ведь над каждым материалом работает целая команда. Профессия журналиста во все времена считалась одной из самых сложных. Эти люди практически всегда остаются за кадром, но их приоритеты до сих пор остаются прежними. Объективность освещаемых событий. Представители этой профессии часто ходят по острию ножа, свидетельством тому служат трагические цифры. Свыше 700 погибших журналистов, освещавших события в горячих точках, в том числе 22 из них представители Чеченской Республики. В целях увековечивания их памяти 2 года назад в Грозном была открыта мемориальная плита. Наша республика до сих пор является единственным субъектом России, где существует подобный мемориал. Неустанный труд представителей средств массовой информации не раз отмечал президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, демократия, право, свободы – это не абстрактные понятия, если говорить о конкретных людях. Правда и честность – вот что это означает. Потому что ложь и бесчестие – это прямой путь к войне, правда и бескомпромиссность – путь к миру и созиданию. Сегодня журналисты, которые приезжают сюда, не пишут о войне, пишут как истории о войне. Сегодня пишут, как идет восстановительная работа, и как поднимаем экономику. Не нам приходится говорить, за нас говорят великие люди. Отрадно отметить, что на несправедливость по отношению к журналистской братье несколько лет назад обратило внимание руководство Чеченской Республики. В 2007 году разрушенный войной Дом печати был полностью восстановлен. Сегодня здесь располагаются редакции местных журналов и газет, информационное агентство «Грозный информ» и чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный». А 5 лет назад по инициативе Рамзана Кадырова в республике появился первый конкурс журналистов «Золотое перо» имени Ахмата Кадырова, который за время своего существования вырос от регионального до международного. За 4 года проведения конкурса его финалистами стали журналисты из Москвы, Северной Осетии, Дагестана, Ростовской области, Республики Калмыкия, Чечни, Самары, Украины, Франции, Финляндии и так далее. В нынешнем году конкурс будет проводиться в Чеченской Республике в 5-й раз. Он станет юбилейным и самым грандиозным, говорит депутат парламента Чеченской Республики, представитель оргкомитета конкурса Иса Хаджмурадов. В отличие от прошлых годов, в этот раз мы собираемся не ограничиваться одним днем. Прошлое мы знаем, как у нас происходили. В один день проходило мероприятие. В этом году мы собираемся, торжественная церемония пройдет в декабре, под занавес, как говорится, уходящего года. Мы собираемся гостей, которые будут прибывать в нашу республику на этот конкурс, членов жюри, которые будут присутствовать. Собираемся устроить для них уже более такое, скажем так, фестивальное мероприятие, чтобы это происходило в течение нескольких дней. Да, действительно будет происходить гораздо грандиознее, чем в предыдущие годы. За ярким и красочным шоу скрывается кропотливая и тщательная работа целой команды. Огромную помощь в организации главного мероприятия года проводит региональная молодежная общественная организация «Патриот». Их работа, как правило, остается всегда за кадром. Конкурс «Золотое перо» проводится ежегодно региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Кадырова. К участию в конкурсе допускаются работы по всем жанрам журналистики, опубликованные в печати или вышедшие в эфир
эфир в электронных СМИ в 2008-2009 годах. Основной темой нынешнего конкурса является мир, творчество, созидание. На протяжении всех 4 предыдущих лет у нас тема была, в принципе, созвучна. Точно такая же, это было укрепление дружбы между народами. Это опять, я должен сказать, что инициатива президента Рамзана Ахматовича Кадырова о том, чтобы наш конкурс, он призывал людей к миру. Стимулировал журналистов, которые пишут позитивные материалы, которые пишут материалы о мире, о дружбе между народами, о созидании. Некоторые люди, к сожалению, неправильно понимают, думают, что мы принимаем материал только про Чеченскую Республику. Тема конкурса «Мир, творчество, созидание» это может касаться как Чеченской Республики, так, например, какой-нибудь Бурятии или любой страны мира. По условиям конкурса каждый печатный материал копируется и рассылается членам жюри с цифровым номером без каких-либо данных об авторе. Это делается для достижения наибольшей объективности при рассмотрении конкурсных материалов. После предварительного их изучения члены жюри собираются на заседание, в ходе которого просматривают телевизионные и прослушивают радиоматериалы. И только после этого проводится обсуждение работ по каждой номинации, и в результате голосования определяются победители в указанных номинациях. Они собираются, просматривают все материалы, которые переданы в разделе телевидения, прослушивают все радиоматериалы и тут же на месте голосуют по каждому материалу. И вот по каждой номинации определяют победителей методом голосования. Скажу, что, как правило, как в печатных, так и в телевизионных радиоматериалах до сих пор, вот эти 4 года, у нас процентов на 70, на 80 даже всегда совпадало мнение жюри. Потому что если материал серьезный, если материал хороший, они его отмечали, и, соответственно, уже очень часто просто шла дискуссия на том, кому из этих материалов, допустим, отдать первое место. Вот в этом. И я это все рассказываю к тому, чтобы люди знали, что мы действительно стараемся, делаем все возможное, чтобы жюри работало объективно, чтобы никаких субъективных моментов здесь не присутствовало. Это для нас важно, это, скажем так, лицо нашего конкурса. Дополню, что в нынешнем году обновится состав профессионального жюри. Ожидается, что членами жюри станут приглашенные известные в России журналисты и деятели СМИ. Также впервые в этом году упразднены конкурсные номинации. В этот раз осталось только 9 номинаций, включая дополнительную для чеченских журналистов за лучший материал на чеченском языке. Победители в каждой из номинаций получат дипломы, памятные подарки и денежные призы в размере 50 тысяч рублей. Один из номинантов конкурса журналистов по решению жюри станет обладателем гран-при конкурса и получит главный приз – автомобиль. В этом году мы принципиально изменили номинации, то есть 4 года они, в принципе, были как-то похожи, их было очень много. В этом году мы уже решили, скажем, выйти немножко на другой уровень. В те годы мы пытались поддержать как можно большее количество журналистов. В этом году уже будет идти вопрос о серьезном профессионализме. Количество номинаций сокращено, зато увеличена величина приза. 15 сентября мы уже прекращаем прием заявок на наш конкурс. Поступают материалы, традиционно, соответственно, из Чеченской Республики очень много и со многих регионов Российской Федерации. Поступали материалы из других стран. Времени для подачи заявки на участие в международном конкурсе «Золотое перо» осталось совсем немного. Заявки принимаются до 15 сентября включительно сразу несколькими способами. Возраст участников конкурса и профессиональная принадлежность не ограничены, а это значит, что участвовать в нем может любой творческий человек. Люди, которые принимают участие в конкурсе, в принципе, получая информацию о нашем конкурсе, они знают, что, во-первых, информацию всю можно узнать на нашем сайте, это во-первых. Во-вторых, по адресу город Грозный, улица Маяковского, 92, это здание Дома печати, в офисе информационного агентства «Грозный Информ», который также является нашим информационным партнером,
проводится прием заявок на конкурс. Это если люди находятся сами в республике, могут принести сами. Если нет, если они живут в других регионах Российской Федерации, соответственно, они могут какие-то свои диски или фильмы могут отправить по почте на этот же адрес и могут отправить на электронный адрес. Мы точно так же принимаем заявки на конкурс по электронной почте. Это zay-перо@mail.ru. Это наш электронный адрес, можно на этот адрес направить. И, соответственно, можно позвонить по любому вопросу, можно позвонить мне лично по телефону 943, мегафон 943 65 63 или по рабочему телефону в городе Грозном 22 33 92. Историческая наука утверждает, что история движется по кругу. Если следовать этой логике, наша с вами история – зеркало дня сегодняшнего. Смотримся в это зеркало и просмотрим ключевые события начала сентября чеченской истории. На этой неделе в это самое зеркало попали героическая защита аула Дады-Юрт, прибытие императора Александра II на Кавказ, масштабная армейская операция большевиков по разоружению населения в 1925 году и многое-многое другое. 6 сентября 1807 года чеченский предводитель Бейбулат Таймиев и его товарищ Чулик Киндергеев во исполнение решения схода чеченских старшин 104 селений, который принял решение прекратить сопротивление, выезжает в Владикавказ для переговоров с властями. В ходе диалога Таймиеву командование предлагает перейти на царскую службу в чине капитана с жалованием в размере 250 рублей. В завершение переговоров Таймиев объявляет о прекращении сопротивления и уже к ноябрю этого же года в чине подпоручика поступает на царскую службу. В конце ноября этого же года Таймиев получает вызов в Тифлис на собеседование с генералом Гудовичем, который с радостью одобрил переход лидера чеченских общин на службу. Однако в действующих частях Таймиев пробыл недолго. Не согласный с поведением царских чиновников в отношении туземного населения, уже в январе 1808 года он уходит из армии и возвращается в горы. 15 сентября 1819 года в назидание строптивой Чечне царскими войсками во главе с генералом Сысоевым уничтожено мирное селение Дады-Юрт. Упоминание об этой масштабной карательной операции имеется в записках Ермолова. Описывая налет, он пишет: «Всем намерение приказал я окружить селение Дады-Юрт, предложить жителям оставить оное и, если станут противиться, наказать оружием, никому не давая пощады». Чеченцы не послушали и защищались с ожесточением. Двор почти окружен был высоким забором, и надлежало каждый штурмовать. Многие из жителей, когда врывались солдаты в дома, умерщвляли своих жен, дабы во власть их не доставались. Многие из женщин бросались на солдат с кинжалами. Большую часть дня продолжалось сражение самое упорное, и ни в одном доселе случае не имели мы столь значительные потери, ибо кроме офицеров простирались оное убитыми и ранеными до 200 человек. Селение состояло из 200 домов. В сентябре 1871 года император Александр II с сыновьями, великими князьями Александром и Владимиром, с экскурсионной поездкой прибывает на Кавказ. Первым пунктом посещения императора 6 сентября 1871 года стал порт Петровск, ныне Махачкала. 8 сентября он прибывает в Темирхан-Шуру, современный Буйнакск. Здесь же происходит и почетное назначение великого князя Владимира Александровича шефом Самурского полка. Спустя всего несколько дней, 11 сентября, император посещает последний оплот имама Шамиля Гуниб и 18 сентября прибывает во Владикавказ, где его зачисляют почетным членом Северского драгунского полка. В ходе поездки император также посещает Куаиси, Боржами и на пароходе из Поти попадает в Ялту. Кавказское турне императора заканчивается 20 сентября в Тифлисе. Планировалось, что в ходе турне он посетит и Голубое озеро в Веденском округе, но поездка в последний момент была отменена по соображениям безопасности. В конце сентября 1910 года карательный отряд под командованием начальника Назрановского округа князя Андроникова начинает шестистороннее наступление на Абреха Зелимхана. С этой целью Андрониковым в селах Назрановского округа проводится ряд карательных операций. Пленена также и семья Зелимхана. В ответ на жесткие действия Андроникова
20 сентября по старому стилю близ хутора Йорш-Саринского общества Назрановского округа в узком Асинском ущелье обрек с 4 товарищами устраивает князю Андроникову и его отряду из 6 сотен всадников Дагестанского полка засаду. Огонь ведется с неприступных скал с 3 пунктов. После 9-часовой усиленной перестрелки убитыми оказались начальник округа, ротмистр князь Андроников, поручик 3-го Кавказского саперного батальона Афанасьев, тяжело ранен командир Дагестанской сотни штаб-ротмистр Данагуев, последний на всю жизнь остался калекой, и 6 всадников полка. Из обреков, по заявлению некоторых участников перестрелки, убит 1 и ранен 1, причем оба унесены товарищами. В начале сентября 1938 года в Грозном открылся Русский драматический театр. Он был образован специальным постановлением Совнаркома ЧССР. Первая работа коллектива театра была показана зрителям уже в ноябре того же года. Это был спектакль по пьесе Николая Погодина «Человек с ружьем». В 1941 году, в дни столетия гибели Лермонтова, театр получил имя великого русского классика. Во время Великой Отечественной войны с 1942 по 1944 годы театр на 2 года был эвакуирован в Восточную Сибирь. Театр в республике всегда особым образом ощущал свою миссию и предназначение, которые состояли в том, чтобы через высокие образцы многонационального искусства приобщить зрителей к общим культурным процессам страны. В свое время на его сцене были поставлены спектакли «Иванов» и «Дядя Ваня» Чехова, «Преступление и наказание», инсценировка Родзинского по роману Достоевского, «Обыкновенная история», инсценировка Разова по роману Гончарова и многие другие. В сентябре 1924 года отборные немецкие части группы армии Юг перешли в наступление с Моздокского плацдарма на реке Терек в направлении городов Грозный и Орджоникидзе. Еще в июне этого же года, выступая на совещании штабов группы армии Юг, Гитлер заявил: «Моя основная мысль – занять область Кавказа. Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, я должен ликвидировать войну». Для осуществления этих замыслов германское командование разработало план Эдельвейс, сосредоточив на кавказском направлении огромные силы. Уже 28 числа немецкие части взяли поселок Эльхотово, прорезав шоссе Грозный-Нальчик. Однако уже к началу 1943 года обстановка на советско-германском фронте изменилась. В результате тяжелых потерь враг перешел к обороне и отказался от попыток прорваться в Закавказье через Орджоникидзе и Грозный. 1 сентября 1991 года исполком ОКЧН постановил распустить Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики. 4 сентября после многодневного непрекращающегося митинга в Грозном председатель исполкома ОКЧН Дудаев объявил о низложении Верховного Совета. 6 сентября здание, в котором проходило заседание Верховного Совета, было захвачено митингующими и гвардейцами ОКЧН. Под давлением общественности и сторонников ОКЧН председатель Верховного Совета Докку Завгаев подает в отставку. 7 сентября 1991 года создается Временный Высший Совет Республики, в который якобы вошли представители всех народов республики. Однако уже 17 сентября исполком ОКЧН отстраняет Временный Высший Совет и берет на себя функции организатора проведения выборов президента и парламента республики. Выборы были назначены на 27 октября. Противники Дудаева, сторонники сохранения Чечено-Ингушской республики в составе России, требовали проведения выборов в Верховный Совет на месяц позднее, 27 ноября. Однако эти требования остались без внимания. В 1992 году обострились противоречия между Верховным Советом и президентом России. Пройдя через несколько кризисов, политический конфликт завершился указом Бориса Ельцина от 21 сентября 1993 года о прекращении полномочий парламента и последующим расстрелом Белого дома. Конфликт ветвей власти явился следствием конституционного кризиса. Оборону Белого дома возглавили вице-президент Рудской и председатель Верховного Совета Хасбулатов, генералы Владислав Очалов и Альберт Макашов. 4 октября в результате штурма и танкового обстрела Белый дом был взят под контроль войсками, верными Ельцину. В ходе событий погибло по официальным данным около 150 человек, и радикально изменилась система власти в России. Вместо парламентской на период до принятия Конституции была установлена президентская республика, после вступления в силу новой Конституции президентско-парламентская. Узнав о том, что его народ оболган и с клеймом «враг народа» депортирован в Среднюю Азию, он с юношеским максимализмом написал гневное письмо Иосифу Сталину. Ответ не заставил себя долго ждать, он был безжалостным и коротким: «Расстрелять». До сих пор неизвестно, кому Алиев обязан жизнью и кто вообще посмел ослушаться приказа вождя, наверняка рискуя собственной жизнью.
Его несколько месяцев продержали в подвалах НКВД, а затем отправили этапом в Магадан вместе с дезертирами, мародерами, словом, со всеми теми, кого он презирал за трусость и нежелание защищать родину. А затем была оттепель 1953 года после смерти Сталина, и на горизонте забрежила слабая надежда вернуться домой. На родину, в Чечено-Ингушетию, он вернулся в конце 50-х годов. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о короткой, но яркой судьбе Вахи Алиева. Свой боевой путь он начал 14-летним подростком на Кавказском фронте под началом легендарного героя Великой Отечественной войны Мавлида Висаитова, который со своим подразделением первым вышел на Эльбу в апреле 1945 года. В книге воспоминаний от Терека до Эльбы он напишет впоследствии о юном бойце, которого учили стрелять. В разгар боя рядом со мной с винтовкой в руках оказался 14-летний Ваха Алиев, который служил в одном из сабельных эскадронов. Как он попал на фронт, мне до сих пор неизвестно. Наши бойцы называли его сыном эскадрона. Узнал я о том, что он в полку, когда мы уже передислоцировались, и завершить словами: до ноября 1942 года Ваха Алиев находился в личном составе полка. С переходом моим на должность начальника кавалерийских курсов вести о судьбе мальчика я не получал. А боевые пути сына эскадрона пролегли через Украину, где он был участником знаменитой операции по форсированию Днепра. Освобождал Белоруссию, Прибалтику, участник Сталинградской битвы, битвы на Курской дуге, затем осколочное ранение, которое оказалось неизлечимым, ставшее потом в 1979 году причиной безвременной кончины. С фронтовым осколком он так и прожил остаток недолгой жизни. Вот вкратце весь боевой путь, который успел пройти боец Володя. Этим именем его нарекли однополчане. Может быть, суждено было ему дойти до самого Берлина, если бы не еще одно событие, о котором он узнал из письма своего младшего брата Шарпудина. В 1944 году Ваха Алиев долго не получал из дома писем, и когда получил, узнал от брата две самые горестные новости: о смерти отца Амира Хаджи и нелепая и несправедливая весть о депортации чеченцев и ингушей за сотрудничество с фашистами. Боль утраты дорогого человека и чудовищная несправедливость лишили его сна на несколько ночей. И в конце концов, достав где-то клочок бумаги с юношеским максимализмом, он выплеснул свою обиду словами, которые многие боялись произнести даже про себя. Под утро письмо было готово. Адрес: Москва, Сталину. Письмо чуть было не стоившее ему жизни. Вот несколько строк, обращенные отцу народов. Мы верили в вас, мы служили Родине верой и правдой, не жалея ни жизни во имя победы. Тысячи моих земляков остались лежать на полях сражений от Бреста до Сталинграда. А вы назвали нас предателями? Мой народ никогда не простит вам этого. В то время, пока мы погибали за Родину, вы расправились с нашими матерями и сестрами, не пощадили даже стариков и детей. О своем письме Ваха Алиев никому не сказал, даже самому близкому боевому товарищу Николаю Гипичу. Ответ не заставил себя долго ждать, он был безжалостным и коротким: расстрелять. Кстати, этот эпизод был приведен в качестве примера мужества в учебнике для студентов курса советской истории. К этому времени эскадрон дошел уже до Прибалтики, и уже Берлин казался совсем близко, а значит и долгожданный час победы был не так уж далек. Вахе исполнилось 17 лет, и уже не раз он был представлен государственной награде за мужество. И его арест стал для всех полной неожиданностью, но он никак не повлиял на крепкое фронтовое братство. И только потом он узнает, что его однополчане Гипич из Краснодара, командир полка Барвинский из Киева, Тумаков из Нижнего Тагила, Скляров из Одессы, многие другие писали письма во все инстанции, обосновывая незаконность его ареста, рассказывая о боевых подвигах Володи. До сих пор неизвестно, кому Ваха Алиев обязан жизнью. Кто посмел ослушаться приказа вождя, наверняка рискуя собственной жизнью. Его несколько месяцев продерживали в подвалах и при случае отправили этапом в Магадан вместе с дезертирами, мародерами, словом, с теми, кого он презирал за трусость и нежелание защищать родину. Начались совсем другие будни, изматывающий труд каторжника, обреченного всю оставшуюся жизнь провести на лесоповалах. А остаток этот был совсем незначительным, учитывая недавнее ранение, которое давало себе знать изнуряющей болью и сочащейся кровью. Голод, холод, каторжный труд без перерыва в выходных прерывали людей в людоедов. Совсем ослабевший становился добычей более сильных. Его убивали и тут же съедали.
И как знать, может, и Вах Алиев стал бы легкой добычей изнуренных голодом, холодом, непомерным трудом людей, превратившихся в почти животных, если бы не мед. Сестра Лида, которая поддерживала его медикаментами из скудных запасов. Был еще один человек, имя которого, к сожалению, неизвестно. Осетин по национальности, работник в хозяйственной части. Узнав о том, что Ваха почти земляк, он старался подкармливать его, давал добавки. Благодаря этим людям он окреп, а потом стал легендарным фельдшером. Пригодились знания, полученные на фельдшерских курсах в самом начале войны. Видя страдания людей, памятуя о своих мытарствах, тогда же дал себе слово: «Если выживу, если когда-нибудь освободят, стану врачом». Затем была оттепель 1953 года. После смерти Сталина и на горизонте забрежила слабая надежда вернуться домой. В 1954 настал день, которого Вах Алиев ждал 10 долгих, тяжелых лет. В далекой Киргизии, в городе Ош, нашел своих родных, мать и брата. Младший брат Шарпудин закончил к тому времени медицинский институт, работал над диссертацией, одновременно работал в местной клинике. На родину, в Чечено-Ингушетию, вернулись в конце 50-х. Данному себе слову Вах Алиев остался верен. В 1970 году он закончил Северо-Осетинский медицинский институт, работал врачом, а вечерами зачитывался книгами. Одной из любимых была «Длинные ночи» Абузара Айдамирова, которую читал детям вслух, восхищаясь смелостью и прямотой писателя, любил поэзию Некрасова за ее искренность и патриотизм. Ни на минуту не забывал он и своих однополчан, с кем несколько лет делил кусок хлеба, промерзший пол в сыром окопе. Особенно переживал за судьбу своего друга Николая Гибича. Выжил ли он? Очень долго писал Паску, и только в середине 70-х в Москве был создан Совет ветеранов. После долгой переписки отцу помогли найти его. Через 34 года никогда не забыть первых писем, которыми обменялись друзья-фронтовики, как и их первую встречу на День Победы 9 мая 1978 года в Грозном. Затем была новая встреча в Краснодаре. Боевые друзья вместе встретили новый 1979 год, а в промежутках между встречами были теплые, трогательные письма. Это были недолгие несколько месяцев, которые скупая судьба отпустила двум товарищам. Затем была новая встреча в Краснодаре. Боевые друзья вместе встретили новый 1979 год, а в промежутках между встречами были теплые трогательные письма. Это были недолгие несколько месяцев, которые скупая судьба отпустила двум товарищам. В том же году страна готовилась отметить 305-летие, освобождая Белоруссию от немецко-фашистских захватчиков. Друзья договорились о новой встрече со всеми боевыми товарищами в Белоруссии. Увидеть однополчан через 35 лет. Узнает ли, ведь тогда он был безусым бойцом, самым маленьким в полку. А теперь 50-летний седоволосый человек. В центре города перед гостиницей стояли ветераны, бряцая наградами, не стыдя своих слез. Когда до этой многочисленной толпы оставалось 100 метров, из нее выбежали несколько человек с криками «Володя!». Опасения оказались напрасными, и даже седым и усатым его узнали. Несмотря на то, что Володя был самым молодым из ветеранов, друзья по-прежнему его опекали. 3 дня общения, экскурсии по местам боевой славы, в Хатынь, на Курган славы, музей славы в Минске пролетели быстро, а расставаться не хотелось. Договорились следующую встречу организовать на Украине, через которую тоже пролег их славный боевой путь. В Минский аэропорт проводить Володю пришли все. На обратном пути был визит в музей Министерства обороны в городе Подольске. Через 35 лет ему дали свидетельство о его фронтовом ранении и инвалидности 2-й степени. Были возвращены все награды. Справедливость, казалось бы, восторжествовала. А по прибытию домой была срочная госпитализация, сложная операция без наркоза. За его жизнь бились лучшие медики республики, прежде всего его брат Шарпудин. К тому времени уже именитый врач, доктор медицины, 2 его сына Руслан и Тимур, тогда еще студенты мединститута. И настал неотвратимый осенний день 10 ноября 1979 года, который подвел черту под жизнью скромного, чуткого человека, потеря которого с годами все больше становится ощутимой. И был нескончаемый поток телеграмм из разных концов тогда еще Советского Союза. Из Краснодара, Киева, Нижнего Тагила, Одессы, Днепропетровска. Не могу смириться, глубоко скорбим, соболезную. Ну а у нас на этом, собственно, все. С вами был Валет Генаев. Мы встретимся с вами ровно через 7 дней. Благодарю за внимание и до встречи.